Вышла из печати книга первая серии «След татар». Кругом одни татары. Аннотация. Татары оставили заметный яркий след не только в местах своего нынешнего компактного проживания на Волге и Урале, в Сибири и Крыму, Беларуси и Литве, но и в истории России и Европы, в хронике восточных и западных стран. Следы татар и сегодня обнаруживаются в топонимике географических территорий от Татарской горы в Европе до Татарского пролива на Дальнем Востоке. Практически все международные языки имеют тюркско-татарские заимствования, особенно много их в русском языке. Десятки тысяч русских и иных фамилий имеют тюркско-татарские корни. В серии книг «След татар в истории» в легкой и увлекательной форме рассказывается о знаменитых правителях, ученых, писателях, политиках и общественных деятелях, в чьих жилах текла татарская кровь и чьи судьбы так или иначе перекликались с татарской историей. Небольшой отрывок из предисловия. Мировая история сегодня разбивается на отдельные, ничем не связанные между собой фрагменты. Нарушается целостное восприятие мира, разрушается былое единство народов. Серия книг под названием «След татар в истории» как раз и призвана это единство, если не восстановить, то хотя бы по возможности правдиво о нем рассказать. Нас могут заподозрить в субъективизме и предвзятости. Дескать, вытаскивайте из небытия одни выгодные факты, а другие, некомплементарные, придаете забвению. Что на это ответить? Во-первых, все и всегда так делают. Есть даже такое выражение: историю пишут победители. Придворные историки оставляют только те факты и события, которые соответствуют ведущей доктрине. Остальное или забывается, или искажается. Но вот сменяются правитель и ведущая доктрина, сразу начинают меняться и подходы к историческому прошлому. Мы, увы, не победители. И, к счастью, не придворные историки. И даже, можно сказать, не совсем историки, а рядовые любители-просветители. Мы ничего не придумываем. Просто находим известные исторические факты, укладываем их в удобную художественную форму и пытаемся донести до читателей. При этом мы не ограничиваем свой выбор лишь чисто татарскими персонажами. В поле нашего обзора попадают самые разные исторические лица и события. Основной критерий – масштабность и та или иная степень причастности к тюркско-татарской истории. Так, двое из пятерки героев нашей первой книги, Петр I и Александр Куприн, лишь по материнской линии имели татар в своем роду, а трое оставшихся персонажа – Садри Максуди, Гаяс Исхаки и Ханша Сюмбека – представители татарского народа, но первый из них – казанец, второй – мишар, а третий – нагайга. Во-вторых, мы стараемся сохранять максимальную объективность, но при этом мы смотрим на мировую историю с позиции татар и тюрок и видим в ней то, что увидели бы они. Как говорил в предисловии своей рукописи родословная татар Абул-Гази, я пишу эту книгу для тюрок на понятном им языке. Так и мы обращаем наши книги ко всем любителям истории, но в первую очередь ко всем татарам и тюркам, большинство из которых понимает сегодня русский язык. Предлагаем вашему вниманию первую книгу из серии «След татар в истории» под названием «Кругом одни татары». Продолжается работа над второй книгой «След татар в мировой истории». Скоро она тоже увидит свет. Аллах верса.